Добрый вечер. Бог танца, танцовщик 20 века, так его называли критики, а Парижская академия удостоила звания «Лучший танцовщик мира». Сегодня у нас в антракте выдающийся артист балета, хореограф, актер, художник, поэт Владимир Васильев. 18 апреля он отмечает свое 75-летие. Здравствуйте, Владимир Викторович, спасибо за участие в нашей программе. Здравствуйте, Полина. Владимир Васильев – народный артист СССР, легендарный танцовщик, хореограф, педагог. На сцене Татарского театра оперы и балета он поставил грандиозный спектакль на музыку мессы си минор Баха «Дона нобис пацем» «Даруй нам мир». Мировая премьера состоялась в Казани 14 и 15 апреля. 18 апреля спектакль представляют в Большом театре России. Владимир Викторович, вы отмечаете свое 75-летие. С какими чувствами вы встречаете этот день рождения? С такими же, как и 74-летие и все предыдущие годы. У меня вообще этот день рождения, я к нему никогда не готовлюсь специально. И вообще отмечал за всю свою жизнь только когда мне стукнуло 30 лет, 60. И вот думаю, что, наверное, если доживу до 90, вот 90 еще отмечу. А так это все, но и везде почти не готовился. Это нормальный день. И более того, это самый творческий день. Потому что в этот день, как правило, в свой день рождения, я когда танцевал, я обязательно просил, чтобы ставили спектакль, я танцевал. Вот в данный момент, как раз к 75-летию, все-таки это действительно юбилей, я решил сделать подарок и получить подарок от театра. А театр, вот в данном случае это Казанский театр, предоставил мне всех своих артистов. Сцену Большого театра предоставили вот мне, но так как я сейчас связан с Казанским театром, то, естественно, и Казанский театр тоже весь приезжает в Москву. Так что для нас это большое событие. Почему именно в Казани состоится премьера? Почему наш город был выбран? Потому что именно в Казани Рауф Аль-Сабирович, директор этого театра, где мы с вами сейчас находимся, когда я ему рассказал о том, что мне давным-давно хотелось бы поставить произведение, которое я считаю самым великим в музыкальной литературе, си-минорную мессу Баха, где я мог ее ставить только в Большом очевидно, в Мариинском, но ни там, как-то не нашел отклика большого. Он говорит, а что ж такое, давайте поставим у нас. У вас, в Казани, здесь, и вы можете это огромное произведение ставить в театре, тем более, что она никогда не ставилась ни в каком театре. Он говорит, конечно. Вот у нас, в конце концов, у нас прекрасный хор, прекрасный кардебалет, ну а певцов уж, естественно, мы всегда пригласим те, которые нужны вам, и дирижер то же самое, кого хотите. Ну и вот тогда, когда я пришел на репетицию хора, я понял, что это попадание. Попадание для меня, во всяком случае, в десятку. Это было замечательно. А так как это произведение Баха, я его расцениваю, этот спектакль, только как гимн, если хотите, и хору, и кардебалету, и оркестру прежде всего. И уже потом только солисты и певцы-солисты. Так что это то, о чем я давно мечтал просто. Недавно мы в Казани участвовали в открытии общежития при хореографическом училище. Все-таки вы знакомы, получается, да, с нашей балетной школой? И почему именно принимаете такое участие, особенно в последнее время? Ну, во-первых, я не разделяю вообще театр и школу. Я считаю, что вообще театр будет жить только до тех пор, пока будет существовать школа. И вот школа, она, собственно, определяет уровень дальнейшего развития театра. Потому что есть свои традиции, знание истории своего театра, своего города. И тогда это становится твоим домом по-настоящему. И традиции не прерываются, они передаются из ног в ноги, из рук в руки, вот из головы в голову. Все это вместе собирается, и тогда можно говорить о том, что этот театр, в данном случае это театр Казанский, ну, если не процветает, то, во всяком случае, находится на постоянном подъеме. Потому что приходят новые силы, его пополняют.
И все время идет обновление. И тогда он жив. И он в постоянном творческом поиске находится. Этот спектакль «Месса си минор Баха» вы задумывали давно. А почему так долго ждали? Ну вот она нуждается ведь в большом количестве людей. Это такое дорогостоящее, как сейчас бы сказали, предприятие. Все здесь должно быть, соответствовать обозначению. А это месса, она так и написана, высокое месса. Потому что это удивительно совершенно философское, и вместе с тем настолько глубоко проникающее внутрь каждого, я уверен, из людей, который слушает эту музыку, что здесь нельзя делать как-нибудь, но лишь бы только вот сделать и успеть сделать первыми. А вот на нас это накладывает еще большую такую ответственность, потому что действительно это будет впервые за всю историю этой мессы. О чем этот спектакль? В нем есть сюжет? Для меня есть. У Баха он не может быть, потому что это просто это священнодействие, это мистерии, хотите, это богослужение, это обычно все-таки происходит либо в храмах, либо это филармония в лучшем случае. Это бессюжетное произведение. Но для себя, конечно же, более того, он для меня стал ясен только после того, как пошли первые репетиции. И когда пошли, одна картина стала сменяться другой, потому что у меня был выстроен, это сюжет, он был такой общий. О каждом из нас это сюжет, в котором и ваша жизнь, и моя, и всех смотрящих этот спектакль, это спектакль обо всех нас со дня нашего рождения и на протяжении всей жизни. Вот это возникновение, во-первых, общего из хаоса, когда возникают миры, а потом идет рождение одного мира, рождение человечества и рождение людей. И вот появляются эти маленькие люди, когда вышли первый раз на сцену вот эти мальчик и девочка, которые у меня маленькие, они начинаются, с них спектакль, в общем. То я подумал, Господи, это же спектакль обо мне как раз, обо мне, о Кате. Потому что дальше идут, как это всегда и бывает. В общем, здесь никаких нет откровений. Почему я говорю о каждом? Потому что все мы частица этого высшего разума, который рассеян, который бесконечен. У него не будет никогда конца. И в каждом из нас вот живет это божественное начало. Поэтому здесь нет определенного такого направления или хотя бы предпочтения какой-то из религий, хотя это было написано ясно совершенно для католической вообще мессы и с протестантскими какими-то такими вкраплениями, но это о каждом из нас. Любая из религий, они все здесь связаны вместе. Почему? Потому что каждый из нас всегда ищет веру во что-то и надеется на свое завтрашнее прекрасное будущее. Больше всего, пожалуй, сил все-таки взяла вот именно эта месса у меня. А как вы отвечаете на этот вопрос в спектакле и вот сами в жизни? Каково предназначение человека? Кто есть человек? Для меня ясно одно. То, что я прожил, что каждый из рождающихся на земле, у него только одно назначение – делать добро окружающим тебя людям. Пытаться дать каждому то хорошее, что есть в тебе. Вот во имя этого, собственно, и живет человек. И это никогда не умирает. Это вот как спираль, по которой действительно мы идем медленно, потом быстрее закручивается она. Потом, но это не значит, что мы исчезаем вообще. Остается после нас. Что такое наш разум? И где этот высший разум, который управляет всем мирозданием? Это все равно никто никогда не узнает до конца. В этом и есть божественное начало. Потому что мне кажется, что Бог необъясним. Бог – это мечта. Это прекрасный идеал всего хорошего, что заложено в нашем сознании. Вот об этом спектакль. А так как этот спектакль у меня весь еще связан, конечно, с оформлением, здесь замечательные художники, и Герасименко
выстраивающие этот удивительный храм непонятный. Это храм само мироздания. Это мультимедийное решение всего этого спектакля в целом. Оно все соткано из цифр и нот. Это все переплетено. Поэтому, если мы можем с вами объяснить, мы знаем, что такое 1, 2, 3, 4, 5, все цифры, все, мы знаем их, можем их объяснить, то мы никогда не можем объяснить звучание нот, которые заложены в этом. Это действительно, это божественно. Но вот это соединение, а мы с вами именно постоянно живем в таком мире, который все время нас сталкивает. Я имею в виду людей творчества. Творчество их возникает именно на стыке вот этого, вот реалий, которые вы говорите, вот сюжет. Конечно, мы должны понимать, о чем, собственно, они, почему они мучаются, почему возникает эта боль, почему они радостно ликуют, народ. Когда вы ими... Да, вот это должно быть. Но это уже вопрос, честно говоря, лично вот режиссерский мой, как это донести. Так же, как меняется время, меняется и балет. Вот какой балет сегодня и как сегодня должен танцевать? Сегодня нужно танцевать лучше, чем вчера. Это ясно совершенно. Это самый простой ответ. И для артиста обязательно. Каждый его выход на сцену должен быть лучше, чем у него был предыдущий выход. И ставить нужно соответственно. И вообще, когда начинаются споры, что можно, а что нельзя, а можно ли трогать, это решается все очень просто. Если это будет сделано с большой буквы, возникнет слово «искусство», когда мы все будем заворожены тем, что происходит, или тем, что мы слушаем, это всегда будет прекрасно. Владимир Викторович, совсем недавно в Казани открылась также ваша художественная выставка. Вы пишете картины. А что вас вдохновляет? Все, что вокруг есть меня. Я вообще пейзажист. Меня вдохновляют всегда пейзажи, потому что я устаю от постоянного общения с огромным количеством людей. Я устаю от шумихи столичной или шумихи вообще городской и так далее. Поэтому, когда я вырываюсь на пленэр, вот когда я нахожусь в лесу, на лужайке, где в разных странах совершенно, вот тогда снисходит такое приятное что-то, которое хочется просто-напросто запечатлеть как раз на либо акварели, либо маслом, либо просто рисунки. Но это то, без чего я жить не могу сейчас просто. Что делало и делает вас счастливым в жизни? Творчество. Постоянное, причем творчество. Творчество, оно меня аккумулирует и отнимает. Вот я начинаю работать, и все накопленное я отдаю. И опять, и чтобы не остаться опустошенным и не уйти в мир иной, есть выход только один. Нужно опять работать. А так как огромное количество идей, замыслов, и я знаю, что их не смогу все осилить своей жизнью, да, но пытаюсь. И мне кажется, что все-таки именно от однообразия не делает человека счастливым. Чего вы не приемлете в людях? Не приемлю ложь. А что больше всего цените в людях? Ценю любовь, доброту. Ценю правду опять ту же. А какое ваше жизненное кредо? Жить и творить. Все. Что спасет мир? Желание делать добро опять. Мы возвращаемся к этому. Вот это, только в этом спасение. Чего вы пожелаете всем людям на земле? Заниматься своим делом. Любить свое дело больше всего на свете. И тогда вы будете жить долго. И постоянно заниматься чем угодно, любым творчеством, но творить, созидать. Спасибо, Владимир Викторович. Мы ждем вас в Казани с новыми премьерами, с новыми спектаклями и просто так. Спасибо большое. Всем казанцам большой привет.